Добрый вечер. Вы смотрите программу «Не пропусти главное». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня в столице республики завершил работу 14-й съезд женщин Якутии. Это очень яркое событие, которое прошло под девизом «Женщины за гражданскую активность и ответственность за будущее». Участницы съезда обсудили актуальные проблемы общества, а также поделились своим опытом. Выдающийся политик 20 века Маргарет Тэтчер как-то сказала: «Любая женщина, способная решить проблемы, вытекающие из управления домом, своим домом, может решить проблемы, вытекающие из управления страной». Какие проблемы обсуждали на 14-м съезде женщин Якутии, какие предложения прозвучали, об этом мы поговорим, как всегда, в прямом эфире. Добрый вечер, уважаемые Добрый вечер. гости. Итак, действительно, вот неделя очень насыщенная. С понедельника начал работу свой съезд, 14-й съезд женщин Якутии. Сегодня он завершил работу. И я хотела бы, чтобы мы начали наш разговор с ваших впечатлений. Какие впечатления вы вынесли из этого съезда? Пожалуйста. Действительно, вчера прошел, 14 марта 2016 года, 14-15 марта, исторический 14-й съезд женщин Якутии. Свою историю женское движение, первый всеякутский съезд трудящихся женщин прошел в 1925 году, 91 год назад. И я думаю, что это действительно очень важно для нашей республики и для истории женского движения. И для каждого времени, наверное, на каждом съезде поднимались вопросы своего времени. И женщины, которые собирались на съездах, они как раз были очень активны, инициативны и всегда выступали в интересах семьи, детей, женщин. И я думаю, что вчерашний наш съезд тоже доказал, была принята резолюция, приняло участие, было избрано из 36 муниципальных образований и республиканских женских общественных организаций 539 делегатов. И все приняли участие на нашем съезде. И также работало у нас 14 переговорных площадок. И я думаю, все женщины, которые приехали на съезд, они получили очень много информации, впечатлений. И самая большая их задача уже приехать на места и как раз рассказать о результатах работы нашего съезда. А что больше всего запомнилось именно в этом 14-м съезде, может быть? В чем его отличительная особенность от предыдущих, может, съездов, кто-нибудь сказать? Пожалуйста. Ну, сейчас надо сказать, что вообще очень количество женских общественных организаций, Растет, оно же да. растет. И вот в связи с этим, Валентина Ивановна, пожалуйста. Ну, в принципе, надо сказать о том, что за прошедшие 5 лет, конечно, женское движение на месте не стояло, оно развивалось, оно менялось. И вот, как вы, Татьяна, заметили, появлялись новые организации, а те, например, организации, у которых как бы эта тема более-менее разрешена, они превращались в другие. И за последние годы надо сказать о том, что очень активно развивалось клубное движение, потому что действительно, в основном, проживая в районах, скажем, поселениях, интересную свою жизнь можно организовать, когда ты реализовываешь свой потенциал, свой интерес. Тогда, конечно, намного интереснее жить. Но я вот к тому, что вот Анжелика Егоровна сказала, хочу сказать о том, что вот сегодня у нас 16 марта. И вот 91 год назад первый всеякутский съезд трудящихся женщин завершил свою работу именно в этот день, 16 марта. И потому я думаю, что Анжелика Егоровна использовала действительно выражение, что исторический съезд. Потому что тогда, с 8 по 16 марта, 86 делегатов собрались и тоже вот так же активно, бурно обсуждали те актуальные, острые вопросы, которые были насущны и, скажем, остры в тот момент. Так что мы считаем, что действительно в эти дни произошел очень активный и интересный разговор, и все делегаты имели возможность высказаться, выступить. И большинство их предложений вошли в наш заключительный документ в резолюцию. А вот как вам кажется, вот рост, сейчас прозвучало, рост действительно происходит, рост общественных организаций. Это в связи с чем связано? С ростом проблем женщин и постоянная необходимость производить именно съезд женщин, проблемы женщин не решаются? Или в чем такая насущая необходимость? Как вы считаете? Ваше мнение. Я тут вкратце скажу, да? Да, давайте. Дело в том, что съезды возникают не от того, что возникла какая-то необходимость, а у нас традиционно, начиная, ну, скажем,
с многих лет проходит через каждые 5 лет. И вот мы сейчас поставили себе задачу именно на предстоящие 5 лет. И вот за эти годы, чем мы занимались, чем мы жили, и вот как мы будем дальше жить, об этом мы и То есть разговаривали. традиция Да, больше это всего. традиция установленная. Так, ну тут хотелось бы добавить еще, начиная с 10-го съезда женщин Якутии, мы принимаем очень важный документ, который называется резолюцией. В этой резолюции мы в основном обращаемся и к власти, к парламенту, к своим подругам, женщинам, муниципальным образованиям. Это вот отличие движения нашего от советских времен. В советское время тоже проходили съезды. До 10-го это был советский период. И в основном в этот период женщины более политизированы были, более, так сказать, строй того времени отражался. Построим коммунизм, ускорим там процессы и так далее. Но с 10-го съезда у нас резолюции имеют конкретную направленность, потому что женщины с этого периода начинают более активно думать. Это говорит о том, что гражданская активность все-таки в демократическом обществе развивается быстрее. То есть она становится менее политическим, да, вот эти резолюции съезда, менее Нет, политически я с этим не направлены. соглашусь. Наоборот, Наоборот. мы становимся серьезной политической силой в вот том плане, что, объединившись, мы можем решить Понятно, серьезные понятно. проблемы. Да, я поддержу Оксану Александровну, да, и скажу о том, что действительно на площадке съезда вчера собрались масса женских общественных организаций. И они действительно уже сегодня представляют определенную силу. И это не какая-то угроза мужчинам, да, чтобы, я понимаю ваш вот какой-то определенный сарказм в данном вопросе, да, а это постановка грамотных проблем, да, и они проблемы касались не только воспитания детей, но в том числе и вопросы стратегического развития республики и предложения, которые были внесены на каждой из площадок, и они достойны внимания. Кроме того, если говорить о параллели, да, мы прежде всего в тренде и мирового движения, в том числе женского. Я говорила на переговорных площадках о том, что параллельно с нашим съездом в комиссии ООН начались непосредственно как раз переговорные площадки о правах женщин. Поэтому, в общем-то, такая вот наша мобильность, параллельность существуем в общем мире, от маленького наследия до комиссии ООН. Ну вот вы сказали о том, что итог съезда – это принятая резолюция. Вот чуть подробнее тогда, а какие предложения вошли в эту резолюцию, чем она интересна? А можно еще впечатление спросить наших гостей? Да, самых да, у более- нас тут да. гости из Монголии, женщины. Пожалуйста, да. Работает. Спасибо, добрый вечер всем. Здравствуйте. Нас пригласили в Союз якутских женщин. И мы очень рады, что могли присутствовать в 14-й съезд якутских женщин. Мне показалось, что вы спросили, зачем вот этот съезд. Да? Мне кажется, как это активист женской организации, что эти съезды, ассамблеи, форумы, еще митинги вот женщин, это важно потому, что в государстве, в правительстве знать мнение простых народов, простых женщин, какие им нужды, что там творится внизу, как решать. В этом вот значимость этих вот съездов. Резолюция — это очень важный документ. И вот женщины на высоких постах, они вот внедрили бы эти идеи в жизнь. Вот это в-первых. Во-вторых, мне показалось, что здесь у вас в Якутии очень такая вот тесная связь между этими женскими организациями и вот правительствами. И извините, что мой русский язык не такой очень хорошо. Это очень даже хорошо. Они вот сами пришли. Этот глава правительства тут, Егор Афанасьевич
часам, почти вот целый день там сидел, и вот что женщины говорят, ему, наверное, очень интересно. Это у нас не так уж так бывает. Они вот приходят и вот поздравительную речь говорит, и потом уходят. Да. И у вас у меня очень вот такое большое впечатление. Сейчас только перед этим телевизионным передачам нас, многих женщин, приняли этот парламенте, разговаривали. И тоже вот слыхали, о чем они говорят. Это очень даже хорошо. Поэтому я думаю, что это решение, резолюция вот 14-го съезда якутских женщин будет влиять на эти решения правительственных и высших органов на многом и улучшится, кажется, вот жизнь простых женщин Якутии, и ваша страна будет развиваться на правильном пути. Спасибо. А скажите, в Монголии много женских общественных организаций? Очень даже много. Проводятся да. тоже съезды подобные? Конечно, конечно. И мы здесь представляем вот Союза Федерации монгольских женщин. Мы как бы почти ровесницы. Через несколько дней, 19 марта, у нас день рождения Федерации монгольских женщин. Только что вот в 2014 году мы отметили 90-летию вот основания Федерации монгольских женщин. Чуть раньше, и вот делегация... Да, вот, 1 год старше нас. да, 1 год старше. И вот они вот нам вот посылали своих делегаций. Поэтому мы сейчас... Ответный визит. Скажите, а вот да. в ваших съездах вопросы, которые обсуждались вот на 14-м съезде, Почти они одинаковые, да. похожи, Я вот могу сказать, где бы мы ни жили, вот женщины, матери, у нас одинаковые вот проблемы, Заботы. да. Это здоровье матери и дети, еще образование наших детей, еще безработицы и уровень жизни. Все одинаковые проблемы. Да. Хотите что-то добавить? Приняв участие на съезде, у меня осталось большое впечатление. Я раньше года, наверное, 10-15 лет сотрудничаю с якутскими женщинами, якутской стороной, но каждый приезд мой для себя я открываю что-то новое, да, и приняв на этом съезде я еще больше узнала, какие проблемы, какие вопросы, как активно наши якутские женщины участвуют в общественной жизни. Поэтому я всегда восхищала и еще больше восхищаюсь. Спасибо. Немножко добавлю. Мне показалось, что якутские женщины очень социально активные и очень образованные. Я продолжу, да? Действительно, как отметили наши гости, наши органы исполнительной власти, в том числе, конечно, наш глава Егор Афанасьевич Борисов, в том числе, да, начиная с ноября месяца было уже подготовлено распоряжение правительства Республики Саха-Якутия о подготовке и о значимости 14-го съезда женщин Якутии. И, конечно же, вот на всех переговорных площадках, от 14 переговорных площадках, мы обсуждали, женщины, все общественные организации наших женщин Республики обсуждали все проблемные вопросы, но не только проблемные, но и, конечно же, предложили механизмы их решения. И, ну, благодаря, наверное, тому случаю хочется поблагодарить всех наших руководителей общественных организаций. Ну и, конечно же, хочется поблагодарить всех руководителей рабочих групп, потому что были созданы у нас и рабочие группы по концепции, по организации съезда, по концепции съезда, по подготовке резолюции съезда. Поэтому, конечно, была очень большая, огромная работа со стороны
координаторов, и со стороны Союза женских общественных организаций Валентины Ивановны Кириллина. Ну и, конечно же, наши улусные женсоветы активно принимали в организации нашего съезда. Ну и хочется сказать, что все органы исполнительной власти, начиная от Министерства по делам молодежи, семейной политики, начиная от заканчивая всеми министерствами по вновь созданными министерствами, все активно принимали участие по приему наших делегатов, которые приехали с наших муниципальных образований, с наслегов. И, конечно, я думаю, что наш съезд, дорогие наши женщины, он удался, но я думаю, еще впечатления будут. Можно по подругам Монголии, да, кратко? Я очень сегодня хочу выразить слова искренней благодарности нашим монгольским подругам. Действительно, они на год старше нас. В октябре 2014 года, когда у них проходил вот юбилейное мероприятие к 90-летию, мы направляли своих представителей. И вот тогда мы с ними подписали соглашение о сотрудничестве. И в рамках реализации данного соглашения вот Чимгяз с подругами приехали на этот раз к нам. И вот сейчас мы с ними еще обсуждаем дальше, как будем работать. И надо сказать о том, что у них намного тоже активнее. В состав Федерации монгольских женщин входит более 80 женских общественных организаций. И меня поразило то, что вот тогда на 90-летие они собрали со всей Монголии более 1500 женщин. И они разместились в этом здании, в одном, то есть. И потом фотографии привезли, и все они в одной фотографии. Более 1500 женщин. Это представить себе трудно, да, например, нам. Мы собрались где-то около 700 женщин, и нас было очень-очень много. А там вот тоже очень огромная, большая сила, которая также вносит свою вот лепту в развитие своей родной Монголии. Так что спасибо вам огромное. Ну и все-таки, да, возвращаясь к резолюции, да, какие предложения были внесены? Все-таки по резолюции, да, хотелось бы отметить. Вот очень правильно заметили наши коллеги, гости. Дело в том, что мы в Республике Саха-Якутия, гражданское общество очень активное. У нас даже есть Министерство гражданских инициатив по поддержке. У нас грантовая система. Это все от того, что власть ориентируется именно на общество. И инициатива исходит от самого общества. Допустим, вот в принятом вчера резолюции у нас есть один пункт: поручение Государственному собранию Илтымен проявить законодательную инициативу о принятии какого-то законодательного акта, которое бы регулировало детей Арктики. Вот это один из пунктов. Ну вот я вчера сказала, да, об этом, что, в общем-то, я работала в течение всего съезда на площадке, в общем-то, слушала все рекомендации, которые были. Но я для себя понимаю, что нам работы парламента хватит на много лет, исходя из тех, значит, рекомендаций, которые женщины нам дали, да. Однако, значит, Егор Афанасьевич Борисов поставил более жесткие сроки, определив и нам, и правительству, и республике в течение месяца определиться по всем позициям, которые определил съезд женщин в своих рекомендациях. Поэтому здесь мне бы хотелось воспользоваться этой трибуной в том числе и сказать о том, что мы бы хотели уже слышать четкие предложения и видеть их в концептуальном плане, как они должны выражаться, да? А именно пример взаимодействия общественной организации, которая вносит предложения, у нас есть на законе, который мы приняли на последнем пленарном заседании об ответственном родительстве. Ведь это первый прецедент в республике, тогда, когда общественная организация поинициировала, соответственно, действующий уже министр по поддержке гражданских инициатив Сардана Михайловна Гурьева, являясь юристом и, соответственно, проникнув тоже этой идеей, поддержав ее, да, они ее поддержали, провели через правительство. И, в общем-то, это уже вот такой вот четкий лифт показан. Да. Мы не говорим депутату, что дайте нам готовые рецепты, да, но все-таки закон — это то, что должно быть концептуально продумано, и поэтому, конечно же, живые предложения, чтобы они были уже не вот какой-то там закон, а каком-то там самом. Мы вчера услышали в резолюции четкое понимание, конкретное предложение. А если вот смотреть в историческом разрезе, вот 13-го, может быть, там 12-го съезда, вопросы некоторые переходят из съезда в съезд, или же каждый съезд определяет вот конкретную тематику? Может быть? Нет, на каждом съезде принимается девиз, то есть основное направление, да? И 14-й съезд женщин Якутии, наш девиз был «Женщины за гражданскую активность
и ответственность за будущее. Вот чем и определяется, да, вот И эти вот будущие 5 законодательные лет, инициативы и так да, далее. и Это мы будем надо сказать работать. только девиз. Да. А между прочим, вот Ольга Да. Валерьевна подчеркнула, месяц срока дал глава Уважаемые республики. гости, простите, что перебиваю. Давайте мы прервемся на короткую рекламу, потом продолжим Хорошо. наш разговор. Реклама на НВК «Саха». В эфире программа «Не пропусти главное», и мы говорим об итогах 14-го съезда женщин. Ну вот мы уже говорили о том, что во время съезда работало 14 переговорных площадок. Это переговорные площадки, чтобы было телезрителям понятно, это темы определенные, где обсуждались актуальные вопросы именно по этой теме. И вот переговорная площадка номер 1 – это ответственное родительство и ответственное материнство и родительство. У нас есть видеоопрос, давайте мы его посмотрим. Пожалуйста, видеоопрос. Что в вашем понимании ответственное родительство? Отвечать за ребенка, надо за ним следить, ухаживать, учить к доброте. Ну, это всегда в долгу перед своими детьми быть. Учить детей хорошим манерам. Занимаются с ребенком с рождения до взрослого состояния. Да. Уход за детьми, вот главное. Человека, личности, ну, чтобы не делал зла, творил добро. Ну, воспитание, любовь. Ради ребенка нужно все сделать. Это за всех детей как бы в ответе. Ну, их жизнь, их учеба, их работа. Вы себя считаете ответственным родителем? Я отвечаю за своих детей, конечно. Да, конечно. Да? Не могу сказать на 100%, но я очень стараюсь. Конечно. Да, да, разумеется. Да, конечно. Я считаю, что да. Мы стараемся, по крайней мере. Конечно. Да, конечно, обязательно. Всегда помогаю. Все время нахожусь с ними в близком контакте и сопереживаю все эти проблемы с ними вместе обязательно. Какие, по вашему мнению, родители безответственные? Отпускает куда-нибудь, наверное, без присмотра, не на связи, не на ихней волне, как бы. Пьющие люди, которые за детьми не смотрят, когда дети бегают по улице раздетые, вот это безответственные родители. Не могут воспитывать своих детей, неправильно воспитывают. Ну, они своим примером показывают детям, если родитель пьет, курит при ребенке. Это, конечно, безответственно, я думаю. В первую очередь те, которые оставляют своих детей, и те, которые невнимательны к своим детям. Дети играют на улице без присмотра. Которому все равно на судьбу ребенка, наверное. Которые не принимают участие в воспитании ребенка. Которые курят, которые пьют, выпивают. Вот этих. Зачем они рожают, я не знаю. Вот видите, как и предполагалось, да, большинство считает себя ответственными родителями. И тут сразу возникает вопрос, а что такое ответственное материнство и родительство? 14-й съезд женщин Якутии, он такой своевременен именно в контексте вызовов современности, а именно в том, что женские движения Якутии консолидируются. Появляются новые общественные движения, такие вот, как мы, матери России, которые сейчас работаем уже 2 года. И мы, учитывая вот огромную роль, которую занимают матери в общественной, социально-экономической жизни общества, вели разговор об укреплении роли матери, повышении ее статуса в нашем обществе. И, учитывая это, мы вот возглавили переговорную площадку номер 1 «Женщины за ответственное материнство и родительство». И, конечно, поступило очень много предложений по повышению ответственности матерей, по повышению ответственности родителей. И наше движение, которое вот инициировало как общественное движение принятие, то есть разработку законопроекта об ответственном родительстве, которое было разработано Государственным комитетом юстиции и принято буквально позавчера нашим государственным собранием ИЛТУМЭН. Это говорит о том, что
уже в нашем обществе вопросы повышения ответственности будут стоять уже остро, и мы будем уже реализовывать именно вот эти задачи этого закона, и вышли с таким предложением, чтобы правительство разработало план реализации этого закона конкретно уже по всем ведомствам, общественным организациям и муниципальным нашим образованием. И об ответственном материнстве, говоря уже об этом, мы вышли с таким же предложением о разработке и принятии федерального закона о многодетной семье, потому что необходимо нам, чтобы многодетные семьи получали такую государственную поддержку хорошую, которую они заслуживают, наши многодетные мамы. И, конечно, мы поставили еще такое предложение, как учредить у нас в республике почетное звание «Мать-героиня», тоже с вытекающими льготами, которые могут иметь наши многодетные мамы, матери-героини. И мы также, как в целях повышения статуса уже матери в целом, обратились с предложением о разработке региональной программы, которая бы охватывала и здоровье, и образование, и нравственное, и психологическое воспитание девочек, как наших будущих матерей. Вот такие вопросы мы подняли вот на своей переговорной площадке, и рекомендации, которые были приняты на этой площадке, мы озвучили на съезде. Скажите, а вот в последнее время действительно поражают часто истории страшные, и бывают и убийства матерями, несколько было очень громких дел. И, естественно, очень много бросают матерей своих детей. Какие предложения, может быть, по укреплению вот этих семейных ценностей, воспитания матерей? Мы как раз очень много было предложений, что особенно с мест, которые работают у нас в ВУЗах, общественные организации, они выдвигают тем, что вот такой закон об ответственном родительстве, он как раз стал бы щитом от вседозволенности наших родителей, которые вот именно нарушают права детей своих, незнание. И поэтому вот этот закон, будет он реализован посредством родительского всеобучия на местах. И мы обратились, чтобы вот наша резолюция к муниципальным образованиям, чтобы они организовали этот родительский всеобщий на местах, создали центры по именно реализации этого закона об ответственном родительстве. Но вот этот закон, он же прошел широкое обсуждение. Очень широкое обсуждение, и, как насколько я знаю, вот подобного закона в России, он где-то аналоги есть такого закона? Есть такой закон, в Дагестане был разработан когда-то, да. И это у нас второй субъект, который разработал этот закон. Да, и это замечательно, республика. что действительно общественная организация выступила инициатором разработки этого закона, и закон этот у нас уже в республике принят. Статистика очень тяжелая по этому вопросу, что нам побудило нас вот к такому решению. Очень тяжелая статистика. И я думаю, мы позже обязательно встретимся в этой студии, когда будут уже разработаны определенные предложения, мероприятия расписаны по реализации этого закона. Будет, наверное, я думаю, интересно. И действительно, все мы женщины и все мы матери, и поэтому действительно вот это ответственное материнство и родительство, оно вызывает достаточно такой большой интерес у всех у нас и озабоченность на самом деле. Если можно, я хочу немножечко запараллелить этот вопрос. Ответственность — это еще и значит содержать ребенка. В наше время, вот когда очень много всяких разных направлений, сокращений, реорганизаций, для женщины очень важно, оказывается, не только быть хозяйкой, хранительницей очага, но еще иметь возможность постоянного заработка, дохода, которую, семья использует. И, наверное, это как базовое, что ли, уже в настоящее время даже иногда женщины больше работают, чем мужчины. У нас прошла площадка, специальная площадка, которая так и называлась «Труд и профессиональное развитие женщины». Думаю, что благодаря Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия, благодаря отраслевым тарифным соглашениям, я являюсь представителем Федерации профсоюзов на этом съезде. В первый раз на съезде очень впечатлена тем, как он проводился. Вообще под впечатлением, какие ответственные все женщины, которые приехали.
национальных костюмах. То есть праздник создали не только себе, а тем сознанием, что это действительно важное событие в жизни Республики Саха-Якутия. Я могу это оценить, потому что я всего лишь 20 лет живу в Якутии и не перестаю восхищаться тем, что насколько все проходит ответственно, насколько целенаправленно. И думаю, что этот съезд, конечно, он показал сплоченность женщин Республики Саха-Якутия. Когда люди сплоченные, они могут решить любые задачи. И поэтому вот Егор Афанасьевич, он настолько всерьез воспринимал все наши предложения. И даже вот то, что первым предложили президенту учредить год ребенка, я считаю, что это очень важно, потому что для женщины самое главное в этой жизни дети. Но в плане профессионального роста, конечно же, я считаю, что нам, наверное, производственникам больше повезло, потому что те, кто работают, женщины на производстве, они имеют возможность постоянного производственного роста, дохода. Конечно, хотелось бы сказать, что вот энергетики, я отношусь к энергетикам, этот вопрос решили давно в коллективном договоре. Но, тем не менее, вот на сегодняшний день очень хочется обратиться к нашим работодателям. Уважаемые руководители, конечно же, вы делаете все, что нужно для нас, женщин. Но поймите, если хотя бы мы будем выполнять точно наш трудовой кодекс, предоставлять нам время, уменьшенную рабочую неделю, какие-то дополнительные льготы, совсем небольшие, мы еще с большим энтузиазмом решим все наши производственные вопросы. И, конечно же, еще самым главным и важным, понятно, что для нас, женщин, это понятно, еще хотелось бы, чтобы все мужчины понимали, что для женщины важно, чтобы ее признавали как профессионала. Не только это гендерное равенство, но чтобы нас еще уважали за наши производственные показатели. Скажите, а вот этот момент обсуждался? Вот эта проблема действительно есть, непризнание женщин? Мне кажется, это давно уже в прошлом. Я бы не сказала, что это проблема. Есть небольшие, наверное, табу. Потому что, потому что, допустим, когда приходит молодая девушка на производство, сразу работодатель начинает считать, будет рожать. Это есть. То есть вот эти вот небольшие нюансы, которые, в принципе, они, имеют место быть. Но, конечно, хотелось бы, чтобы нас признавали за наши профессиональные качества. Но в то же время я хочу дополнить, как раз вот по этому столу. Дело в том, что я руководила столом роль общественной организации в социально-экономическом развитии. Конечно, вот гендерная есть, но в то же время поднимался вопрос о квотировании рабочих мест для женщин с инвалидностью, поскольку очень сложно женщинам с инвалидностью найти работу, потому что, хотя есть какие-то федеральные программы, но в то же время, есть, но тем не менее этого оказалось недостаточно. И возвращаясь к тому, что вот к резолюции, что было предложено, на нашей площадке работали из 16 улусов разные женщины, и, конечно, были люди, которые общественные деятели, которые давно занимаются на земле, то есть конкретную проблему решают. Либо были участницы с клуба, и у нас были совершенно разные предложения, и одно из самых самых важных, я думаю, чтобы снять административные препоны, чтобы общественная организация могла зарегистрироваться официально, потому что жаловались, что с улуса приезжают, отправляют документы, им возвращают обратно. То есть получается, что после этого уже руки опускаются и не хотят уже регистрировать общественную организацию. И в то же время получается, что сейчас с принятием законов об общественном обслуживании населения очень важно, чтобы общественная организация стала на качественно другой уровень, чтобы участвовать, получать гранты. И сейчас идет еще такой тренд, что будет государственный заказ, когда социально ориентированная некоммерческая организация будет выполнять заказ государства за бюджетные деньги. То есть организация, которая занимается теми же людьми с инвалидностью, детьми, она входит в реестр общественных социально ориентированных некоммерческих организаций, и за счет того, что оказывает, уже государство оплачивает. И для этого обязательно нужно, чтобы юридически эта организация была зарегистрирована. И, конечно, в резолюции мы внесли такие предложения. Я бы хотела сказать вопрос, откуда так много появляется вдруг общественных организаций женских, уже ответили. Это хорошее образование женщин, растущий профессионализм, социальная ответственность, и гражданская активность. И из-за этого они создают свои общественные организации. Но я сейчас хочу сказать насчет переговорной площадки «Женщины Якутии» и охрана окружающей среды. Это новая тема, это новое направление общественной деятельности женщин, это приложение новых сил
потенциал женской активности там нужен очень, потому что окружающая нас среда, это воздух, вода, земля, это наш растительный животный мир, они должны быть дружелюбными, чистыми, и мы должны бороться, чтобы они оставались таковыми, чистыми. И тут, конечно, у нас были очень конкретные предложения о том, чтобы, допустим, вот в связи с годом благоустройства использовать все возможности, предусмотренные руководством республики, плюс значит, участие в международных проектах, использовать опыт, который у нас уже в республике имеется, именно по направлению северных арктических проблем по охране окружающей среды. А у нас окружающая среда очень меняется, это уже признано всеми, неважно по какой причине, по цикличности вековым самой природы или из-за воздействия человека на природу. Тем не менее, у нас нужно все равно вот контролировать женщинам. Глава сегодня хорошо сказал, контролируйте чистота питьевой воды, сбор, переработка, сортировка мусора. У нас что творится? Вот за это нужно кому-то браться. А сейчас уже Вот. существует общественная организация именно вот такого Несколько профиля? уже есть, но они должны, наверное, расти, потому что много женщин из улусов говорили, вот тут надо, там надо делать. И вот мы эти предложения внесли, и мы думаем, что в уточненной, дополненной редакции полной список всех резолюций, рекомендаций, он будет опубликован и внесен. Это новое направление, я подчеркиваю, и во всем мире женские организации создают сети различного уровня, большие организации, малые. У нас ведь республика как? Вот 10-й съезд, хорошо вспомнили. Там у нас тогда был создан Союз женских организаций, это самостоятельные женские организации, плюс традиционное женское общее движение, это как женсоветы. То есть это базовая общая активность плюс конкретные организации. Так они вместе должны следить за всем этим, помогать друг другу, поддерживать, учить друг друга. И вот охрана окружающей среды – это одна из самых насущных проблем. Это для здорового материнства, это рождение здорового ребенка, рост девочек, это наша еда. Это все, что мы кушаем, А вот что эта мы пьем. проблема, она откуда идет? Она идет, я имею в виду вот, объединение общественное. Этого требуют люди, которые живут в республике? Или это же как-то вот, наоборот сверху как-то смотрят и Нет, видят, что разумеется. проблема? Вот, допустим, вот недавно были вот волнения по строительству химзавода. Ну, было, да. Тут ведь, знаете, промышленное развитие республики нужно. Освоение природных ресурсов нужно. Да. Но как это делать так, чтобы не вступало в конфликт вот это вот развитие? Мы хотим развиваться, в то же время хотим сохранить природу чистой. И духовную нашу, вот, наследие духовное хотим сохранить. И вот тут нужно уметь переговариваться еще до начала, допустим, разработки полезных ископаемых, до строительства таких объектов, как железные дороги или какие-то крупные заводы, И в этом фабрики. все должно, как Да. бы, ваша Тут общественная надо организация. учить женщин, им давать какие-то вот конкретные механизмы работы, сети создавать, чтобы было всем удобно с самого начала. Каждая сторона должна брать на себя ответственность и Тем участвовать. Более, да, тем более у нас закон принят об общественном контроле, да, то есть каждая активная женщина может принимать участие в жизни общества, занимать активную позицию и в то же время вот участвовать в общественных советах, контролировать исполнение, качественное исполнение государством своих обязанностей, своих услуг, и причем это касается социальных услуг. Именно с таким вот выводом мы на своей переговорной площадке и пришли, да, о том, что необходимо сконцентрировать, более усилить непосредственно влияние женских общественных организаций в реализации закона об общественном контроле. Потому что действительно в какой-то мере в общественной палате, в Общероссийском народном фронте, да, женские общественные организации должны занимать свою нишу и свою роль. Именно эта роль должна быть и по мониторингу законодательства, и по экспертированию. И я думаю, что здесь как раз вот это вот их профессионализм, вот реальный профессионализм как таковой, он здесь очень хорошо будет реализован. Потому что сегодня законодательная база готова к тому, чтобы получили новый виток развития женские общественные организации. И это трендом прозвучало очень хорошо на съезде. От мониторинга до контроля как такового. И именно там должно появиться место и женских общественных Вот организаций. очень интересный был вопрос. Вы сказали, это идет сверху или снизу? Вот именно на съезде были делегаты со всех районов. Это были женщины, которые живут в поселениях, в городах, в районах. Именно их беспокоят эти проблемы. И экологические. Вот, например, я возглавляла
секцию молодежной инициативы «Культура и духовность». И там было конкретно от молодых девушек, лидеров, 2 конкретных предложения. Они хотят создать Академию современной женщины, чтобы была такая академия в Союзе женских организаций. И второе, это они очень обеспокоены воспитанием своего молодого поколения. Сейчас дети все стали компьютеры, планшеты, телефоны, и они хотят создать, вот, чтобы было много для детей, именно вот по национальной культуре, мобильные приложения, именно на русском, на якутском языках. То есть конкретные Давайте мы предложения. сейчас еще сделаем короткую рекламу, потом продолжим наш разговор. Реклама на НВК Саха. Вы смотрите программу «Не пропусти главное». Говорим о 14-м съезде женщин Якутии. Как всегда, продолжаем работу в прямом эфире. Съезд Якутии также представлены и в том числе представители улусов. Да? Это вот у нас здесь в студии представлены Ивано-Податайский и Амгинский. Пожалуйста, давайте. Я вот как раз представитель Северного района, да. Значит, я приняла участие на переговорной площадке «Здоровый образ жизни. Современный стиль». И почему я выбрала эту площадку? Потому что все-таки на северах проблема алкоголизма, ну, не будем скрывать, тут есть и остается пока не на маленьком уровне. Значит, приняли участие на площадке где-то 54 женщин из 19 улусов и города Якутска. Даже вот активность женщин, даже вот это свидетельствует, да, что все-таки эта проблема в обществе сейчас многих волнует. Вот. И я хочу сказать, что есть 3 фактора, говорят, чтобы уничтожить народ. Это безработица, это алкоголизм и утрата духовности. Да? Пока вот эти все 3 фактора существуют, значит, народ не может выжить. Поэтому я очень рада, что буквально вот в прошлом году, да, по инициативе главы нашей республики, да, был принят закон по ограничению продажи и порядке по времени, значит, алкогольной продукции в республике. Ни один закон, я скажу, как человек с отдаленного улуса, не воспринят населением с таким восторгом, как вот этот закон. Потому что люди устали от этой проблемы. И мне кажется, Якутия вот в этом отношении даже впереди России оказалась. Хотя этот закон даже, мне кажется, немножко запоздал. Надо было чуть-чуть пораньше. Вот. Благодаря этому закону, значит, по республике сейчас 11 опорных пунктов по ЗОЖ, где вообще запретили продажу. 57. И буквально позавчера и в Тюмени утвердили еще 15 на снегов. Да? И я хочу сказать, что стратегия республики, да, именно вот на оздоровление общества, это, как хотите назвать, но я это считаю как национальную идеологию. И 2 руками приветствую. Но это не только запреты алкоголя, но и, мне кажется, параллельно должна быть... Рузвельт как делал, когда был кризис в Америке, да? Значит, чтобы поднять дух народа, он поднимал сельское хозяйство, во-первых, во-вторых, очень сильную идеологию пустил. И буквально поднял с ног Америку, да? Ну, это, может быть, не совсем удачное сравнение, но то, что именно республика взяла стратегию, да, на оздоровление общества, плюс поднятие сельского хозяйства, это все-таки сохранение отраслей, да, это работа на селе, это какие-то социальная защита, да, это все вкупе, и, значит, и еще благоустройство сел нынче, вот у нас годом благоустройства объявлен. Вот эти 3 фактора, мне кажется, дадут очень неплохой результат, если на местах вот эта идеология пойдет дальше. А я думаю, что вот судя по тому, как женщины выступали, это 550 женщин, очень активных, очень неравнодушных, да, они сейчас и поедут по селам. Мы еще менялись опытом, да, были женщины с Атамая, с Горного, с Кобяйского улуса, с Сусалданского улуса, они рассказывали свой опыт работы, вот именно вот по ЗОЖ, какую работу они ведут. Еще была, значит, в рамках съезда встреча с фермерами, женщинами. Меня поразили женщины с Амги, с Чурапчи. По 600 голов скота держит глава семейства, женщина. И при этом она еще решает социальную проблему в селе. Значит, создает рабочие места. Одна женщина рассказала Статинского улуса, что 20 человек своих работников, мало того, она платит все социальные вот эти выплаты, зарплату, еще на 20 человек отправляла в Китай. Вот на таких женщинах, мне кажется, народ выживет. Спасибо. И вот с Ангинского улуса вы были на переговорной площадке «Здоровая мама, здоровый ребенок». Вот какие интересные предложения там прозвучали? Ну, вот сейчас как раз здоровье очень актуальная тема. Наша переговорная площадка
«Здоровая мама, здоровый ребенок». Это как раз вот проект «Матери России», по линии «Матери России». На нашей площадке участвует 51 участников из 9 улусов и города Якутска. На переговорной площадке в основном шел разговор, именно обсуждался по здоровью, да? Именно вот профилактика рака молочной железы, профилактика по гинекологической части, рака шейки матки, что сейчас очень много. Вот раннее выявление – это один из, конечно, здоровья, да? Сохранение здоровья. Также обсуждался вопрос, вот чем раньше женщина встанет на учет по беременности, тем и хорошо, да? Раннее выявление именно вот патологии. Также мы обсуждали вопрос вот, культуры семейных ценностей. Вот вести в школах, вот сейчас, что в некоторых улусах ведется, именно культура семейных ценностей. Вот чем раньше вот, мы ведем вот это, да? Это нравственность, это духовность, все. И вот девочки, мальчики, все должны быть, ну, обучены к этому, да? И вот в нашем вот, в Амгинском улусе, например, мы «Матери России», отделение «Матери России», да, ведем работу именно, общественное движение ведет работу по 4 направлениям. Это спорт, это здравоохранение, это нравственная сторона, духовная сторона и, конечно, культура по этой части. Ну вот действительно очень тематика такая широкая этого съезда, и заинтересовали меня, например, вот такие площадки, как законодательная власть и женщины, и женщина в политике. Тут что интересного? Вы знаете, это была одна из последних площадок, которая происходила после пленарного заседания. На площадке на равных собрались женщины, те, которые являются мэтрами якутской политики, и женщины, которые являются депутатами или руководителями муниципального уровня. И необходимо сказать, что те вопросы, которые они ставили, это четкая, для них характерна четкая постановка вопросов. И наследные, улусные депутаты, и главы к их, в общем-то, к такому вот, и к моему, ну и в целом ко всей аудитории, такому вот, так сказать, восхищению, разговаривали на равных, с четкой постановкой вопросов. И, конечно же, обсуждали такой вопрос, легко ли женщины во власти, как женщина попадает во власть. Да? И, соответственно, мэтры политики, такие как Зоя Корнилова, поделилась своими мнениями. Ольга Федорова, соответственно, определила свои позиции, прошедшие в свое время по партийному списку «Справедливая Россия». Да? Соответственно, каждая женщина дала свой какой-то рецепт. Екатерина Никитина успела даже дать мастер-класс. Это был действительно серьезный разговор, но мы в целом пришли к одному, да, к тому, о чем говорили, и практически подытожили, да, к тому, о чем говорили практически все женщины. Для действующего законодательства должна быть характерна социальная безопасность. Это и уровень жизни, экологического здоровья, это уровень здоровья мамочек, это и, соответственно, те права женщин, которые есть в трудовом законодательстве. Именно общее вот такое вот понимание, как социальная безопасность, она была и есть, и должна быть таким вот своего рода то, ради чего женщины собираются. Может быть, со временем мужчины тоже поймут, что социальная безопасность – это главное. Может, да. А, кстати, вы, по-моему, вот на этом съезде говорили о социальном лифте для девушек, для женщин. Это вот что? Нет, в резолюции мы еще приняли такой пункт, было предложение, мы тоже будем сейчас в редакционной комиссии будут дорабатывать, на уровне принятия решений, чтобы было представительство женщин не менее 30%. Мы ставили себе задачу на 5 лет. Ну, вообще, пусть это будет законодательная власть, достаточно, исполнительная власть. Квотирование, оно достаточно всегда сложно воспринимается, да, когда речь идет о квотировании, то тогда к какому-то ограничению идет. Другой разговор. А в резерве управленческих кадров свое место должны занимать женщины. И при этом, вот когда я говорила о социальном лифте, да, на что обратили внимание, но я обратила внимание и сделала акцент не на сам лифт как таковой, да, не на наличие женщин в резерве. Женщина, которая собирается быть и которая должна быть привлечена, она должна быть нацелена на успех. Да? Успешные женщины сегодня в состоянии делать политику, состоявшиеся женщины в состоянии делать политику и, соответственно, решать вопросы. То есть она должна быть именно нацелена на успех, это должно быть внутри. Это должно исходить из желания, и оно должно быть. Но самое большое достижение женщин на уровне принятия решений, конечно же, это наш председатель правительства Республики Саха-Якутия Данчикова Галина Иннокентьевна. Так что у правительства сегодня социальный взгляд,
И думаю, что действительно у нас идет сегодня сотрудничество. И по итогам принятия резолюции съезда будут уже приняты конкретные, думаю, вот, решения в поддержку тех предложений женщин, которые были высказаны, и конкретно вот по реализации резолюции, над которыми мы будем работать не только правительство республики, но и мы сами, женщины, для реализации вот данной резолюции, принятой на 14-м съезде женщин Якутии. Ну, тут хотелось бы сказать, да? Продолжая вот мысль Ольги Валерьевны, женщина должна быть действительно нацелена на успех. И хотелось бы сегодняшний эфир, наверное, закончить все-таки информацией о наших молодых девушках, потому что в этом году вот в рамках подготовки к 14-му съезду 12 февраля мы провели 7-й форум девушек-лидеров республиканский, вот, который мы начали еще проводить в 2002 году. И в этом году отличительной чертой вот этого форума является, что к нам приехали, независимо от всяких экономических вопросов, из 30 и даже северных улусов девушки собрались более 200 девушек. И действительно, мы там увидели вот таких девушек, которые нацелены на успех. Они высокообразованные, они очень интеллектуально развитые, они креативные. И мы очень надеемся, то, что вот они приняли решение о создании республиканской общественной организации девушек-лидеров, вот это наше будущее. И, конечно, мы на этом должны закончить. Уважаемые женщины, мы благодарим вас, что вы приняли участие в нашей программе. Благодарим вас за вашу активность, за ваше неравнодушие, за то, что вы так болеете за все то, что происходит в нашей республике и в России в целом. Спасибо.